Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня у нас очередное заседание Республиканского методического объединения учителей русского языка и литературы. Сегодня у нас в гостях Лидия Владимировна Харина, учитель Сыктывкарской школы номер 36. Она нам представит свою программу по родной русской литературе и ознакомит с методами приема мотивации к чтению именно по данному предмету. Далее у нас два гостя, которые мы, в общем-то, с одной из них вы уже знакомы. Это Ирина Семеновна, Елисеева. Она представляла нам тоже литературу, по-моему, в прошлом году на заседании, да. И сегодня тоже новый гость. Это Галина Леонидовна Поташова. Тоже, эти два человека, они работают, они являются сотрудниками Национальной библиотеки города Сыктывкара. Ну и не гость, конечно, а наш постоянный сопредседатель Республиканского метода объединения, уважаемая наша Наталья Станиславовна Сергиева, доктор филологических наук, профессор. Сегодня у нас две темы. Одна большая, важная, глобальная – это проблемы мотивации чтения учащихся. И вторая, может быть, так вот не менее значимая, но просто мы о ней поговорим совсем немного, потому что там скорее, может быть, пара дискуссионных таких вопросов будет. Это относительно наших обновленных федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования и начального общего образования. Слово Наталье Станиславовне, пожалуйста. Уважаемые коллеги, мы сегодня, я надеюсь, не только начинаем, еще будем продолжать важнейшую тему, связанную с мотивацией современного школьника к чтению. Я думаю, никому здесь не следует объяснять, насколько важна эта проблема. Ей уделяется внимание на государственном уровне. Я сама, как участник двух всероссийских съездов учителей русского языка и литературы, которые ежегодно проходят в Москве, могу сказать, что этой проблеме уделяется очень большое внимание. Все учителя, все участники готовы ее обсуждать, наверное, бесконечно. Выдвигаются разные предложения, предлагаются разные методики. У нас на региональном уровне существует программа поддержки и развития чтению. Особенно хорошо и интересно она у нас прозвучала в 2017-2018 годах. В рамках этой программы проводились конкурсы, в частности, я могу отметить «Читающая мама» и «Читающая страна», потому что приучать ребенка к чтению нужно как можно раньше, поскольку речевое развитие, в котором чтение играет очень важную роль, идет бок о бок с развитием интеллектуальным. И никакие гаджеты не смогут заменить в развитии ребенка книгу, основной источник знаний. В то же время мы отмечаем, что в последние годы, даже, наверное, не годы, а несколько раньше, страсть детей к чтению приувяла. И говорить о том, что мы сейчас самая читающая страна в мире, не приходится. Тем не менее, учитель словесности, учитель русского языка и литературы вносит огромный вклад в развитие ребенка и на уроках русского языка и литературы. В руках учителя зачастую оказываются такие инструменты, которые не может дать семья. Если мы говорим о книге, то мы должны обязательно вспомнить о том, что книга у нас хранится в библиотеках, домашних библиотеках, в республиканских, библиотеках муниципальных, библиотеках детских, библиотеках для взрослых. Библиотеки тоже не стоят на месте, они развиваются. И мы сегодня поэтому и пригласили в гости двух представителей Национальной библиотеки. Мы с ними хорошо сотрудничаем. И кроме того, наверное, я могу сказать, может быть, это шутка, не шутка, но доля правды здесь есть. Национальная библиотека, которая сейчас находится в стадии реконструкции. Надеемся, что этот период все-таки не продлится, чем запланированные 2 года. Библиотека работает в очень непростых условиях и, тем не менее, выполняет свою функцию.
И поэтому мы бы хотели, чтобы наши гости сегодня рассказали о том, как они это делают. Затем мы бы хотели передать слово педагогу, учителю, с тем, чтобы с нами поделились теми наработками, которые касаются новой предметной области родного языка и литературы, преподавания родной русской литературы. И надо сказать, что эта проблема, она решается сейчас всеми по мере своих сил и возможностей. Потому что если по русскому родному языку существует и создана линейка учебников, по русской родной литературе не обозначены даже подходы. Вот, поэтому мы все здесь выходим из положения так, как мы считаем возможными. Мы будем надеяться, что опыт, который нарабатывается во всех уголках страны, он будет обязательно обобщен, он будет обязательно выйдет в виде каких-то нормативных документов, учебно-методических рекомендаций, в конце концов, учебников, которых мы все ждем. Вот. Но мы должны опять-таки ориентироваться на себя, на свой опыт, на ту потребность, которую мы видим не только у самого школьника, но еще и ту потребность, которую мы все чувствуем. Потому что без образованного человека не может быть успешного развития страны в современное время. Вот. И поэтому давайте посмотрим, что мы здесь можем, что нам может показать библиотека, какой опыт наработан у библиотекарей, и что нам может рассказать педагог. Я еще раз хочу сказать, это начало большого разговора, который мы будем продолжать обязательно, потому что значение этой проблемы для нас очень важно. У нас есть интересные наработки. В конце концов, у нас хорошая русскоязычная региональная литература. У нас есть учебники, учебные пособия по истории литературы Республики Коми. Весь этот опыт, наверное, можно обязательно обобщать и использовать. Но тем не менее, в современном мире ориентироваться в этом море информации, художественных текстов, зачастую не так просто. И здесь просветительская роль библиотеки очень и очень велика. Давайте начнем наш разговор. Так. Я попросила Наталью Станиславовну, наших гостей, сосредоточиться на двух моментах, да? А именно, что читают дети. Это раз. И второе, поскольку мы тогда рекомендовали с вами учителям родной русской литературы сосредоточиться на детской советской литературе, так, которая, безусловно, проверена временем, да, и неоценима в плане воспитания детей, вот какие книги они могли бы порекомендовать, которые сейчас и актуальны, может быть, молодые учителя русской литературы, о них даже и не знают. Но нам сейчас расскажут об этих книгах. Итак, прошу вас, кто из вас? Я начну. Несколько цифр статистики. РМО там называется файлик. Даже по-другому, да? Прочитаю. Я сделала анализ. У нас есть книжные издания, да, но поскольку вы правильно сказали, библиотека развивается и старается идти в ногу со временем, мы предоставляем нашим читателям возможность бесплатно читать в библиотеке Литрес. Это крупнейшая, наверное, в России онлайн-библиотека. Мы раздаем пароли бесплатно. В основном, конечно, у нас сыктывкарцы читают, но, в принципе, со всей республики можно послать запрос через сайт и получить пароль и читать дома. А я покупаю в Литрес. Не покупайте. Приходите к нам за паролем. Да. И я сделала... Я и покупаю, и читаю. У нас читаете, да? Другие библиотеки города, кстати, тоже дают пароли. Бывает, что у нас этой книги нет. Это хорошая новость, спасибо. Да, обращайтесь. И там есть и художественная литература, и нон-фикшн, как это сейчас принято говорить. Да? Все, что не художественное, это нон-фикшн. Я сделала анализ именно тех книг, которые у нас запрашивали люди, молодые люди до 18 лет, поскольку у нас сейчас в 11 классе учатся в основном 18-летние. Да? Это за 2019 год статистика.
Хочу сказать, что у нас мы взрослая библиотека все-таки, да, у нас их не так много, этих читателей, и я думаю, что будет интересно пригласить, например, в следующий раз юношескую библиотеку, может быть, у них будет какая-то другие цифры. Всего самая молодая читательница, ей 9 лет, согласие родителей мы записываем и таких в нашу библиотеку, потом есть 12-летний мальчик, ну и все остальные, вот, у кого есть паспорт от 14 до 18. Пароль в прошлом году получили всего в таком возрасте у нас 58 молодых людей. Из них только 34 все-таки скачали книжку. Да? То есть получается половина, получив пароль, так и не открыли ни разу эту библиотеку у себя в смартфоне. И вот цифры получились такие. Да? Вы видите, я взяла 20 лидеров и количество скачиваний. На первые 2 места это нон-фикшн. И первое место, вот смотрите, что волнует подростков. Интуитивное питание, как перестать беспокоиться о еде и похудеть. 21 скачивание, то есть 58 из 34 детей, 21 прочли эту книжку. Более половины. Да. И они этому верят, да? Мы-то лишь бы читали. Я считаю, что чем больше ты читаешь, тем вкус у тебя абсолютно развивается лучше. Да? Дейл Карнеги переживает просто второе рождение. В этом году у нас и книжные издания летом все были разобраны, причем молодыми людьми. Да? И вот Литрес показывает, что и в Литресе скачивали Дейла Карнеги. Это одна книга, вторая его книга в 20-ку, наверное, не вошла, но тоже очень часто скачивалась. И вот затем на 3-м месте это 451 градус по Фаренгейту, то есть классика. Рэй Брэдбери. Он вообще не теряет своей популярности среди детей. Желтым фоном я выделила нон-фикшн. Белые — это художественная литература. И как видите, вот дети разделились на 2 части. Половина — это те, кто брали книги, все-таки, я так поняла, со школьной программы, потому что там и Лев Толстой был, он не вышел, да, в 20-ку. Вот. И был Чехов, рассказы Чехова. То есть, видимо, кому-то надо было срочно прочесть к урокам, и они взяли эти книжки. Ну вот, а вот для себя, вот видите, больше они читают какие-то любовные романы. Давайте перейдем на следующий слайд. Ой, давайте все-таки прокомментируем. Все прокомментируем. Так, вот что детям нужно в книжке Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма». Тонкое искусство пофигизма. И также как это что-то из разряда Дейла Карнеги, но это уже современная книга о том, как перестать беспокоиться и начать жить, если перефразировать того же Карнеги. Психология. Да. Я, честно говоря, такие книги не читаю. То есть в свое время Карнеги в том же подростковом возрасте прочла. И, в принципе, мне это не интересно. Но это пользуется очень большим спросом сейчас. Может быть, это в силу возраста. Посмотрите, какой интересный выбор. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя. Ну, а Нисы, «Восточная мудрость». Тоже хорошее название, громкие названия у современных книг, которые... Кстати, несколько биографий есть. Вот, например, «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форд. Там же есть автобиография у более современного нашего успешного Стивена Джобса. Да. Вот. Это тоже пользуется успехом сейчас у детей. Но я могу сказать, что это не только у подростков пользуются успехом. То есть у всех возрастов эти книги в топе. Ну, понятно, например, «Игра престолов». Только что закончился, значит, очередной сезон, да? Дальше Стивен Кинг. Это как раз он всегда популярен. Всегда будет популярен. «Мастер и Маргарита» все еще в топе, так сказать. В программе, да, теперь? Программное произведение. Не все проходят его, не все. Да. Но, во всяком случае, вот русских авторов. Ремарк – самый издающийся автор сейчас. Марк Брэдбери, да. То есть их до сих пор переиздают, и тиражи раскупают. «Мастер и Маргарита» только... Ну, Акунин есть, последний роман «Не прощаюсь». А вот Акунин еще есть. Ну, все И вот хочу сказать, там, нет, мы перелистнем давайте. Там дальше я покрупнее уже взяла именно книги нон-фикшн, наиболее часто все-таки спрашивают. нон-фикшн, что это такое? Не художественная литература. Просто не художественная. Да, то есть Я если за то, раньше чтобы говорить русскими словами. хотел сказать. Ну, это уже общепринятое такое выражение. То есть, если раньше Ну, говорили, это сленг современный. Вот. производственно-практическая литература, да, сейчас это все объединяют в одну большую группу.
И называют ее нон-фикшн. Тогда не Фикшн это удивляйтесь, тоже не почему у нас совсем художественная не знают литература. русского Это языка в основном и то, что литературу. называется билетристика. Фикшн. А И она нон-фикшн туда это, же. в общем, все, что не относится к сфере Классики. художественной литературы в самом широком смысле этого слова, то есть не художественный текст. Раньше бы еще назвали научно-популярное. Это да, где-то, но это не совсем. Это Ну, научно-популярный не совсем. Здесь больше, наверное, для досугового чтения, да, литературы. Там и научпоп сюда входит, и научно-популярная литература, и досуговое чтение, и вот эти вот книги об успешности, это же какие-то практические, Популярная да. психология. Производственно-практические у нас они называются, да, в большую группу объединяются. Вот. «Богатый папа, бедный папа» — это тоже лидер продаж не только среди подростков. Так что, видимо, видят у своих родителей, я надеюсь, потому что, так наши наблюдения показывают, что читают те дети, у которых читают родители. И если родители в детстве детям не читали, очень тяжело будет учителям заставить их что-то прочесть. Я думаю, даже то, что если ребенок видит, что мама с папой сидят не с телефоном, не с гаджетом, а с книжкой в руках, пусть даже это электронный покетбук, так сказать, то это уже вот ежедневное воспитание, да? Но если это не так, Традиция бесполезно воспитания говорить, ребенка. да? Бесполезно говорить, что надо читать, если ты сам никогда с книгой не сидишь. И могу сказать еще об одном таком вот тенденции такой. Электронные книги спрашиваются, да, потому что это удобно, но они вот процент тех, кто предпочитает электронные книги, он даже начал падать. То есть люди возвращаются к книжным изданиям. Книги читать удобнее, глаза меньше устают и приятнее, видимо, брать, держать в руках. Но растет популярность аудиокниг. Вот у подростков пока 6% спрашивали аудиокниги. Да. И этот вот процент, среди взрослых 5%. То есть, в принципе, вот примерно цифры одинаковые. Тех, кто предпочитает аудиокниги, и я хочу сказать, что мне кажется, что этот процент будет расти. Вполне возможно. Кстати, Наша тогда, вера. может быть, с алфавитом у нас будут дела получше. Ведь там наверняка читают все-таки профессионалы, да? Да, Ой-ой-ой. Что, нет? Не так? Нет, очень разные, да, очень разные чтецы. Просто у меня как бы сын увлекается, ему интересны аудиокниги. Там есть определенный пол чтецов, вот, в том числе и достаточно качественных. Вот. Кроме того, среди этих книг есть то, что мы бы назвали, скажем так, радиоспектаклями в свое время. Да. То есть тогда, когда читают по ролям. Вот. Актерское Да, чтение. актерское чтение. Вот. И еще я думаю, что это связано с тем, что все-таки начинает расти качество бумажных книг, качество полиграфии. Да, однозначно. По Вот. сравнению с теми же 90-ми, Да, когда то есть желтые- сейчас можно купить хорошее издание, если раньше это было невозможно. И книги начинают поступать в библиотеки. Это, кстати, тоже еще одна проблема, о которой, кстати, говорил председатель нашей вот книжной палаты Степашин. Он говорил о том, что книга дорогая. Я хотела сказать, что это Очень. непосильно Но библиотека-то бесплатная. Вот. Не все Поэтому, любят брать книги в библиотеку. да, книга дорогая, поэтому зачастую из-за этого книга не приходит в семью. Вот. Понятно, что наши гости здесь ничего сказать по этому поводу не могут, но все равно, когда книгу снимаешь с полки, берешь ее в руки, ее взять приятно, а не то, что у нее хорошая обложка, а затем идет желтая бумага, сбитая, печать неровная. Вот. Сейчас это, конечно, начинает потихоньку преодолеваться. Может быть, еще и с этим связано. Так, ну давайте. Хочу В сказать, целом что- могу сказать, что вот эти книги, прежде всего, вот это то, чего, возможно, нам не хватало в советское время. Если бы они были в советское время, в нашем подростковом с вами возрасте, мы наверняка бы тоже прошли бы мимо такой литературы. И больше всего, посмотрите, вот так вот, в целом, это книги о том, как стать более уверенным человеком. Да. В себе и в своих силах. Ну и все. Были Больше успешны, ничего, а Да. нравственность. Они а все всё примерно об остальное. одном и том же. Да, как Так. стать успешным, это вот слово успех, это вот такой вот манок, на который клюют молодые люди. Мгм. Дальше, да? Да, давайте дальше посмотрим. А это вот художественные книги, которые читали наши подростки в прошлом году. Понятно. Джорджа Моэс, любовный роман. «Мятная сказка». Тоже не стала бы рекомендовать его даже для внеклассного чтения, да?
Затем, когда пора отступиться, это детектив. Орудие смерти — это фэнтези. Кругом обман — это опять же детектив. Не прощаюсь, детектив. Виноваты звезды — это такое вот подростковое чтение про любовь тоже. Ну, Игра престолов, понятно. Мальчик в полосатой пижаме. Вот единственная книжка, которую вот, может быть, на которую стоит обратить внимание педагогам. Нет, я вижу, что в итоговых сочинениях дети ссылаются именно на Джона Бойна. Другое дело, как они это поняли, прочитав. Вот. И вот половина из этих книг, даже большая часть из этих книг, они взрослые книги. Те же «Жареные зеленые помидоры» в кафе «Полустанок». Мне очень нравится Фенни Флэк, я прочла у нее все. Не понравилось? Не знаю, мне такое вот легкое чтение, чуть посложнее, чем Джоджо Моэс, да, для меня. Чуть поглубже, может быть. Но это не чтение для того, чтобы о чем-то там подумать. Пойдем дальше, да? Да. Развлекательное чувство. Я предлагаю обратить внимание на 2 сайта, по которым можно проверять, стоит ли читать эту книгу. Библиогид — это сайт, рекомендательный сайт Российской государственной детской библиотеки. Да, то есть если здесь есть книга, на этом сайте присутствует та книга, о которой вы задумались, которую вы хотите предложить прочесть детям, в принципе, я считаю, что можно брать. Так, я так понимаю, что ты даже если не читал, то ты узнаешь и подробно, как учитель начинающий, молодой, предположим, да? Да, там уточнен возраст. То есть если на книге стоит 12+, то библиотекари уже пишут точно, что вот эту книгу стоит прочесть в 13-14 лет. Либо стоит 6+, но я рекомендую в 10-12. То есть там для курсов неурочной деятельности, когда, предположим, подбираешь, да, что с детьми почитать, для той же программы «Родная русская литература», да, детскую литературу здесь можно подобрать и быть уверенным, что там не будет ни пошлости, ни каких-то экстремистского характера и вообще что-то. То есть качественные. Качественные, да. Хорошо. Ну, лучшие специалисты Библиогид. страны работают в РГДБ. Да. И хочу сказать, что ни одной книги из тех, что я перечислила, здесь нету. И из тех, что у нас спрашивают часто подростки в бумажных вариантах, тоже здесь нету. PubMamBook — это сайт, он создан Мариной Аронштам, есть такая писательница современная. Он уже полиберальнее. То есть, но опираться на него тоже можно. Аннотации Можно, да? в нем прочесть То есть можно так сказать, что это какой-то родительского такого плана? Это больше родителей, да? Родителей, но я рекомендую педагогам тоже в него заходить, потому что новинки, вот самые свежие книжки на этом сайте всегда присутствуют. А тоже с аннотацией все, да? С аннотациями, да. И здесь можно голосовать. То есть, если вам эта книга нравится, вы можете проголосовать, и сразу видно, сколько человек проголосовали. В принципе, вот действительно, те книги, которые заслуживают внимания, они набирают много голосов. Но не скачивать ничего нельзя. Нет, тут Только нет текста. узнаешь, да? Только, есть да. такие книги. Только сориентироваться. Сориентироваться, да. Вот эти 2 сайта я рекомендую на них обратить внимание, да. Ну вот тут это просто картинки, да, «Мятная сказка» вы сказали, очень популярна и в бумажном виде, и в электронном. Но вы сказали, что не рекомендуете. Почему? Ну, и язык, которым написано, и вот, ну, на сайте РГДБ его нет. Да, и в отзывах я почитала тоже как-то. А о чем-то? Это что-то типа «Маленького принца», может быть, в стиле вот какой-то такой. Ну что-то вас насторожило в этой книге? Вера, Чайка Ливингстон. Вот, ну, как жанр этот называется? Чайка по имени Ливингстон. Что-то неоднозначное, да? Ну, детям нравится. И хочу сказать, что сейчас очень популярны комиксы. Комментировать это. Я знаю, Да, что их читать, читать там особенно нечего, да, это такое заигрывание такое больше с подростками, да, чтобы они хотя бы вот в таком виде получили информацию. Для подростков, не для младшего возраста?
Это именно для более старшего возраста, потому что тема тут, Комиксы. видите, Веселые картинки. есть комиксы на тему репрессий. А я тут смотрю про войну. Это про, даже не про войну, а про геноцид в военные годы. Да. Картинку посмотрел, Да. прочитал, ты уже знаешь. Да. То есть на серьезные темы сейчас Тема делают геноцида комиксы. Это у меня вообще как-то как-то у вообще меня не тоже не складывается. складывается такое. Вот поэтому я этот слайд сюда в свою презентацию добавила, потому что, ну вот действительно, есть такой музей ГУЛАГа в Москве, и они создали комиксы про репрессии. Может быть, это не какое-то долговременное чтение, но подчеркнуть репрессии. какую-то информацию, заинтересовать можно и комиксами. То есть качественные комиксы тоже бывают. Обратите А внимание. с исторической точки зрения правдиво? Вот в том-то и дело, что музей ГУЛАГа, он не сделает недостоверные сведения. Тогда не почему комиксы, а не другая форма Потому подачи? что подростки не читают. Вот я к чему. Да. Все равно Только для это не того, решает чтобы проблемы их чтения. заинтересовать. Пора по войне и миру нам тоже комикс сделать. Как это мы не Зачем догадались, 4 а? тома Анна читать, правда, Каренина что? есть. Есть О, такие? Боже. Ну, а вот у Фёклы Толстой ее программка по войне и миру. Я забыла, как она называется. В следующий раз я вам о ней расскажу. Мне кажется, это тоже такое заигрывание с публикой, и ничего Любыми способами к чтению общего это не имеет. И я сделала последний слайд. Самые востребованные книжные издания в принципе в нашей библиотеке, да, за прошлый год. «Дети мои» Гузель Яхина, Наталья Нестерова. Новая книга, я так понимаю, у нее, я не видела ее еще. Опять же, Яхина Зулейха «Открывает глаза», не первый год, тоже в лидерах. Дина Рубина с ее «Наполеоновым обозом». Иванов Алексей Тобол, Водолазкин. То есть, в принципе, читают-то Варламов Алексей Николаевич, «Душа моя», Павел. В принципе, у нас Детектив вижу. детектив, ну, Низбё, он уже несколько лет тоже. Михалкова нет кузнечика в траве. Да, ну, это женский такой, да. Литвиновы то же самое. То есть, как видите, есть произведения такие вот попроще, но есть и хорошая художественная современная проза, и она пользуется спросом. Одновременно. Водолазкин есть «Авиатор», как ни странно. Да. Да. Ну, наверное, они читают, потому что кто-то им советует из такого же вот друзья, да? Очень тяжело А у вас они сориентироваться вообще спрашивают сейчас. рекомендации, что почитать? Спрашивают. Редко спрашивают. Редко, На самом деле, да. Исследования показывают, что подростки, те, кто помоложе, слушают своих родителей, а те, кто постарше, конечно, только своих ровесников. И они уже приходят, получается, с каким-то вот определенным запросом, да? Да. То есть, То есть вот так вот библиотека- часами, как я, вот, например, стою в Ленинской, перебирая все, что там на столе выгружено, такого Это те, нет. кто повзрослее. Только повзрослее. Только взрослые даже, Да. дети. Дети нет, дети не теряют время зря. Еще интерес к книге возникает после какого-либо мероприятия или работы какого-либо клуба. Вот проходит, например, заседание клуба, да, или, там любителей чтения и так далее, да. Скажите, посвященное- как многочисленны ваши эти мероприятия? Как многочисленно? Ну, расписание это регулярно, стабильно, всегда один раз в месяц, да, встречается тот или иной клуб, да, где-то обсуждается зарубежная литература, где-то современная художественная российская, да, и количество присутствующих это 8, 10, 12, 15. Ну, постоянно, да? Постоянно, да, потому что, в принципе, для такого формата больше и не нужно, да, потому что это должно быть Как камерный вдумчивое чтение, Каждый может анализ, высказать, да, кто-то высказывает понравившиеся там отрывки, цитаты, вот, анализ свой представляет. И вот после таких встреч видно, идет такая внутренняя реклама, когда я был на клубе, я познакомился с таким-то автором, рекомендует, и вот работники отдела абонемента нам сообщают, что после вашего там очередного, например, встречи любителей чтения обратился читатель или читатели, и, например, на сегодняшний день, например, книги Андрея Геласимова отсутствуют в библиотеке, так как очередное заседание клуба будет посвящено этому автору, и те читатели, которые планируют прийти в этот клуб, уже книги заранее взяли, читают, готовятся. Так что вот тоже такое продвижение, да, и вот. Потом на сайте у нас достаточно интересные подборки художественных новинок литературы представлены, достаточно интересные с аннотацией. И то есть прежде чем пойти, ты можешь уже сформировать себе список
Сейчас даже появилась функция зарегистрироваться в личный кабинет и все себе это сохранить, понимаете? И то есть в ближайшем будущем за тобой книга, да, и ты всегда можешь проследить, когда ты ее возьмешь, когда тебе ее удобно читать, там, летом или в свободное от работы. А для учителей есть? Для учителей русской вы знаете, литературы. когда-то Будет спрос, сделаем. года 3 назад я... Может, вот наши с Да. вами заседания как-то и подвинут, может быть, и придет кто-нибудь. Года 3 назад была такая идея сделать клуб для педагогов. Педагоги такие занятые люди, мне Да, кажется. и Да? мы пытались, планировали, и очень совпадает. Кто-то работает первая, вторая смена, да, и получается, что человек хочет постоянно быть участником встреч, да, а у него не получается из-за различных там конкурсов, мероприятий, проверки каких-то работ. И вот у нас этот вопрос до сих пор однозначно не решен. У нас есть, по-моему, РНУ библиотекари. Есть. А вас они приглашают? Периодически приглашают, да. Вот. То есть все равно нужно выходить на учителей, потому что на сайт КРИРУ выходит вот этот видеозал, да, именно учителя. Хотелось бы, чтобы эта обратная связь продолжалась, потому что мы выступаем перед библиотекарями школ, и хотелось бы, чтобы библиотекари, узнав о каком-либо обзоре, доносили это до хотя бы филологов в школе, да, и тех постоянных читателей, которые ходят в библиотеку. Вот об этом тоже нужно обратить внимание, да? Ну что ж, давайте мы к следующему вопросу. Вот из советской литературы, раз уже мы сказали о... Здесь есть что-то, да? Нет? Да, мы сейчас к этому подойдем. Включите, пожалуйста, презентация прочтения. Но я начну, да, как бы подойти к этой теме. Создавая свое будущее, читай, да, понятно, что это тоже слоган, который мотивирует, да, задуматься, подумать, зачем же мне, да, читать и почему от этого будет зависеть мое будущее. Отсутствие интереса к чтению, его снижение, там, действительно, это сегодня огромная проблема как для современных родителей, так и для учителей и библиотекарей. И причем все вот эти группы, да, решают эту проблему по-своему. Родители одними способами, формами, методами, педагоги другими, библиотекари третьими. Да? Но все это нацелено на то, чтобы чтение развивалось, там, менялось к нему отношение, переходило более в качественное, да, прочтение. Вот, и чтобы правильно формировать читательский вкус, да, скажем так. И самое главное, вот мне кажется, во всей нашей работе, да, совместной или в отдельности каждой, это определить для себя мотивацию, потому что вот я думаю, что мотивация – это как раз тот рычаг, который может изменить вот сложившуюся ситуацию. Вот если поговорить сейчас о учителях, да, каждый раз, когда учитель русского языка и литературы получает тот или иной класс и начинает с ним работу, да, через какое-то он время понимает, что вот этот классный коллектив, и у каждого из них уже сформировано, да, свое отношение к чтению, свой читательский багаж, своя читательская какая-то культура и так далее. Один ученик готовится стабильно, постоянно ко всем урокам и читает все. Другой, мы замечаем, читаем избирательно, выборочно и так далее. Да. Кто-то пассивный слушатель. Да. И как бы ты ни рассказывал, как бы ты его ни привлекал, какие бы ты мотивации ни искал, невозможно, да, изменить, вот, переломить. Как мы вас понимаем? Не читающего. И очень часто к нам приходят педагоги и говорят, вот тут готовлю такой-то, такой-то урок, в интернете просмотрел очень многого, посоветуйте мне что-нибудь вот такое, да, чего нет в интернете. А то у меня опускаются руки. И вот, конечно, ты понимаешь, когда у педагога опускаются руки, да, конечно, нужно обращаться к таким книгам, и у нас их достаточно много, хороших изданий, да, к сожалению, за которым педагогу просто некогда прийти в силу занятости. Да. Вот представила всего несколько на слайде чтение, явление, процесс, деятельность. Вот вы знаете, здесь совершенно такая хорошая автором сформирована и анализ про чтение вслух, как это важно и необходимо делать, да, про что происходит вообще сейчас у нас в России с этим процессом, что предпринимается интересного, кто над этим работает, все за и против всех ноу-хау
какие эксперименты в области чтения проводятся. И достаточно, вот если педагог читает, книга для учителя, она будет Там достаточно даны приемы интересна. того, как Да. можно. Вот очень рада, что уже вы можете поддержать. Действительно, книга интересная. Точно время, проведенное за ее чтением, оно не будет потрачено вами напрасно. Небольшая аннотация есть, но это далеко не все. Можно перелистнуть дальше. Далее, вот книга чтения и библиотека, да, совместно в семейном интерьере, да, как это все работает на то, чтобы вот происходило чтение не вот ради чтения, да, вот здесь автор размышляет о традициях семейного чтения. Действительно, как вы сказали, если в семье это заложено, то это в человеке прорастает. Человек растет как читатель, он любит читать. И здесь очень интересно автор, ну, во-первых, сама автор неординарная личность. И она столько рекомендует попробовать методик, столько интересных, увлекательных каких-то, скажем так, реклам к прочтению. Вот можно тоже обратиться к этой... В этих двух книгах можно найти приемы того, Да. как заинтересовать. Да, и не только в этих. Причем Сейчас еще заинтересовать любой книгой, да? То есть Да. приемы на все работают. И даже на классику. даже на классику. Это хорошо. Потому что, понимаете, новой книгой заинтересовать можно в силу новизны. А вот как заинтересовать тем, что кажется уже, ну, что там, да? Когда-нибудь, если мы соберемся, да, и эта тема будет продолжаться, я вам расскажу о каких слоганах рекламных. Ну, слоган — это, как сказать, фраза, да, цитата, ну, цитата, да, скажем так, чтобы не... Слоган — это также популярные цитаты, да, все понятно. Да. Такой слоган просто вы Мотивирующая, рассказываете. мотивирующая фраза, Да, да, скажем вот так. мы Да. о них поговорим. Дальше, практика чтения. Вот здесь сразу содержание, да, чтение не по любви. Дальше, литература воспитывающая, анализ прочтения там, произведений Солженицына, Ахматовой, Чехова, о том, как читать неторопливо, вдумчиво, не за механическое чтение. Тоже востребована книга, она у нас была в обзоре для педагогов, и вот они спрашивали именно педагоги, чтобы поработать. Да, давайте вот покажем еще раз. Да, на презентации она останется, сохранится. Пожалуйста, можно к ней обратиться. Да. Следующий, я считаю, что вот этот автор, Лев Айзерман, да? Ну, А вопрос-то, если будущий урок литературы в школе? Да, да. И, вот его две книги, сразу в заголовках мотивация «Зачем я сегодня иду на урок литературы?» И все, о чем он говорит, ну, во-первых, это человек, он против бюрократического подхода к преподаванию литературы, да, скажем так. Вот. Сколько он боролся вот с чиновниками, чтобы освободить учителя от траты своего времени не подготовки, как представить, и совсем на другое. Да? Ну, он об этом говорит, очень все хорошо рассказывает, подробно, интересно. Книги читаются на одном дыхании. Вот. И учитель после прочтения, особенно «Зачем я сегодня иду на урок», как будто глоток свежего воздуха, когда тебе вновь хочется идти на урок. Это следующий слайд. Здесь, ну, во-первых, интересные методические наработки этого человека, да? Очень интересные зацепки, как зацепить книгой ученика. Вот. И эти книги обязательно точно помогут построить интересный урок по литературе. Вот. Далее, эту книгу я с собой сегодня не взяла, она у нас у читателя на руках, да. Достаточно в ней тоже очень интересно представлены различные мастер-классы, как такие, скажем так, интересные семинары, какие-то постановки, да, не требующие огромных затрат, но мотивирующие к прочтению разную категорию возрастную к этому процессу, да, скажем так.
Вот именно как читать с увлечением. Интересные тоже подборочки в этой книге, можно обратить Я думаю, просто внимание. замечательные книги нам представлены. Елена Олеговна И еще не всё. Галицких, да, она профессор Вятского государственного университета, доктор педагогических наук, действительно очень хороший специалист. Вот, У нее очень интересные подборки по чтению Она современной очень давно художественной литературы для этим подростков. занимается. Вот когда я готовлю такие обзоры, я руководствуюсь советами этого Ну, вот я вижу, это вот на внеурочную деятельность. специалиста. Да, Очень наш хороши сосед. вот эти мастерские у нее. Я брала оттуда материалы, очень интересно. Сама форма работы интересная. Замечательно, что вы как-то находите, да? Составляла программу, как бы смотрела все, что касается этого. Далее, Мариэта Амаровна Чудакова. Ну, во-первых, да, мы знаем, это литературовед, историк литературы, ее исследования творчества Булгакова, Зощенко, Олеши, Чехова, да, супруг ее исследовал, Михаил Чудаков, и автор замечательного романа «Ложится мгла на чудной ступени». Да? И вот она написала вот полка 1, 2, 3, и есть в одной книге все 3 книжные полки, все 3 книжные полочки. То есть она утверждает, что книг, которые читать рано, нет. Книги, которые читать поздно, это есть. Почему книг, которые читать рано, нет? Вот смотрите, она буквально в вступительной статье говорит, ребенок, подросток берет читать книгу. И если она ему не понравилась, или он ее не понял, он ее отложит. Уже поняв, да, почему же он ее отложил, по какой той или иной там причине. И вернуться он всегда сможет к ней, когда он вырастет. Да, да, когда его уровень... То брать у него книжку «Это тебе еще рано» не стоит. Ни в коем случае не стоит. Вот на Норвегии вообще не существует вот этого, да, запрета, потому что там писатели, читатели, литературоведы, критики и эксперты чтения считают, что лучше он прочитает пусть из книги, ребенок задаст вопрос, он найдет, как это порешать проблему, да, он начнет об этом думать и так далее, да. Ну, в общем, сколько людей, А столько какие мнений книги вошли в ее список? в ее список. Во-первых, она очень умеет мотивировать к прочтению. Вот вы знаете, ты начинаешь читать, они, во-первых, очень коротенькие, 1-2 страничка. Итак, она, например, я стояла в очередь... Каких книг, какие она? Я стояла в очередь в библиотеку. Очередь была достаточно большая. Я у девочки в руках увидела 3 толстяка. Я сказала, можно ли мне ее посмотреть? Девочка мне дала. Я открыла на какой угодно мне странице. Я прочитала 1, 2, 3. Меня заинтересовало то, другое и 4. Я с нетерпением дождалась, когда дойдет моя очередь. Я взяла книгу, я прибежала домой, и я стала читать. Я прочитала о том, например, 3 толстяка. А она столько кидает маячков, что вот сегодня ребенок прочитает, и ему захочется сразу понять, да, почему вдруг сломанной механической кукле, да, пошли на тот эксперимент, что за эту куклу выдать живую там, ну вот. Все-таки 3 толстяка в списочек-то ваш входит? Входит. Без головы. Да. Дальше, да, потом «Таинственный остров». Когда ты вот думаешь, почему не читают? Так, на столе у меня неожиданно появилось то-то, то-то. Она обрывает фразу. Появился то-то, то-то, то-то человек, который был похож на то-то, то-то. И ты сразу задаешь, откуда он мог появиться? Откуда появилась в том месте вот эта вещь, да, и так далее. Поэтому это и таинственный остров. Читайте, и вы поймете, да. Тайна на тайне. Ну, в общем, она вот... Я вообще была поражена, вот она настоятельно рекомендует читать Джейн Эрн в 13-летнем возрасте. Да, вам потом, говорит, будет поздно и неинтересно. Но вот тут бы я, наверное, поспорила, может, потому что сама читала эту книгу, когда была взрослее. Но опять же, да, и о многих произведениях у нее тот взгляд и на классику. Она рекомендует, что читаю по программе у Гоголя, да, а почему всегда все хотят почитать Вий, да? Вот она об этом говорит.
что, да, так привлекают, он не входит в школьную обязательную программу, да, в рейтинге. То есть там есть список книг, Да. которые, в общем-то, могут стать, скажем так, основой какого-то курсового чтения. Полка третья – это зарубежная литература больше, полка первая, полка вторая – хорошие такие подборки. Значит, отклики родителей какие? Ребенок принес книгу и говорит, мы не заметили для себя как, мы ничего не делали. Ребенок стал по этому автору ходить в библиотеку и брать, говорит, прям вот одна за одной книги приносить домой и читать. В итоге родители увлеклись, стали читать. Вот. И говорит, смешно было, что, допустим, Грин не пошел у меня. И как было жалко, что в 14 или в 13 или в 15 лет мне его никто не порекомендовал. Это вот отзыв, который мне рассказала бабушка, да, у которой ребенок принес эту книгу. Да, там пока семья, вот все читают, там традиция чтения соблюдается в этой семье. Ну вот я думаю, что эти книги обязательно помогут. Ну и вот, есть ли место, да, быть ли литературе в школе? В этой книге 3 части. В одной она дает анализ урокам литературы. Вообще она, знаете, приходит к тому, что сократить часы по литературной теории, по литературному анализу, а увеличить часы на прочтение вслух, на анализ, на чтение по ролям, на то, чтобы научить ребенка почувствовать. Потом, говорит, анализ сам. У него появится потребность анализировать. Вот пока ребенок не почувствовал, анализировать бесполезно, да? А у нас, получается, мы вынуждены анализировать непонятое ребенком то, что он прочитал. То еще и не вот, прочитано. а то и не что он прочитано. прочитал, Да. Еще Чаще всего так бывает. Анализируем то, что не есть целая книга, знаете, как рассуждать про книги, которые ты не читал. Тоже очень интересно, и когда-нибудь на нашей встрече я о ней вам обязательно расскажу. И, ну, в общем... У меня сейчас сочинение ребенок написал. Книгу я не читал, но я посмотрел сериал и прочитал краткое содержание. Книга мне не понравилась. Правильно. Забыть честно. Все честно, конечно. И вот он не понял, да, что его мнение сформировано по каким-то аннотациям, по чьим-то отзывам в интернете, да. Ну и вот вторая, еще последняя книга, Даниэль Пенок, если вы сейчас перелистнете, как роман. Вот здесь он читается, это эссе. Это, знаете, как вот восхищение чтением, о том, что для этого человека составляет вот этот процесс чтения, насколько он увлекателен, познавателен. Кто-то говорит, я читал эту книгу с карандашом, записывал и так далее. Кто-то тоже цитата. замечательно, Говорит, что в этом чтение дело добровольное, нельзя заставить. Слезы на глазах, вот, о любви к книге, о любви к чтению. Здесь рассказывается о правах читателя, что читатель имеет право читать, не читать, перескакивать через страницы, возвращаться, откладывать книгу, если не понравилось и так далее, молчать о прочитанном, не рассказывать, не пересказывать, если вдруг ты не хочешь. Ну, в общем, он это так тонко все подметил. В общем, эту книгу можно рекомендовать и подросткам почитать. Может, вот мотивация будет изменить собственное отношение к чтению. Дальше. Вот тоже очень интересный навигатор в том плане, что здесь очень интересная подборка и критерии, которые соблюдались. Здесь больше современная художественная литература. Да. Оно рекомендовано, не допущено, а рекомендовано именно для работы. И, Есть такая, да, к сожалению, у нас нет, но интернет-ссылочку вот я не успела вставить в презентацию, да, ее можно найти в интернете, в библиотеке, пока этой книги нет. Когда вы обратитесь вот к этому навигатору, здесь все учтено, и возраст, и по каким критериям, да, то или иное произведение подбиралось, очень помогает в работе. Вот видите, есть уже навигатор, Есть. формирование детско-подростковой литературы 21 век. Я думаю, опираясь вот на такие книги, как раз и будет выстраиваться та же программа по русской родной литературе. Потому что мне кажется, я не знаю, может быть, не все со мной согласны, но мне кажется, что основная функция вот этого курса – это именно привитие любви к чтению. Не анализ, Да, вот это да, анализ. Вот Да, это Чудакова, именно да, чтение, да. на это делает акцент. И, кстати говоря, вот
то, о чем говорили, права читателя, когда он может взять, открыть с любого места, может отложить, потом вернуться, может пропустить, может читать Надо, чтобы наоборот. книжечка была. Надо, да, это как раз вот в пользу книги бумажной. С электронной это делать очень сложно. Да. Совершенно точно подметили, да, действительно. Да, там не откроешь, где попало. Да. И следующий вот тоже такой сайт «Живые лица». Первый и второй выпуск, он есть в печатном и в электронном варианте. Вы знаете, здесь публикуются современные авторы, кто сегодня пишет. И очень интересно, что, во-первых, как поступили издатели этого навигатора, помещается фотография, рассказ самим автором о себе, ответ на ряд вопросов и рекомендация, да, что еще почитать, подборка этого автора. И на электронном сайте этот же, да, можно рекомендации от 3, от 5, от 14, от 16 лет. Ведь очень важно, писатель, который пишет, да, он же уже вовлечен во весь литературный процесс, он проводит параллели, да, какую тему его конкретное произведение продолжает, да, у классиков и тому подобное. Потому что все равно невозможно вот прочитать и не проводить параллели. Это что, там, какая тема, какая идея, да, очень интересно. Очень помогает. Вот. Спасибо, я, честно говоря, для себя много открытий сделала, пересмотрю, потом сама. Когда вы посмотрите, что он действительно на практике помогает. И следующий слайд. Вот здесь как раз, вы знаете, вот очень мне было интересно. У нас сейчас в интернете, я хотела даже распечатать, чтобы мы поиграли с вами в практическое занятие. У нас сейчас в интернете огромные списки 100 лучших, 15, 40, 90, которые надо читать, которые нельзя не прочитать, которые входят, которые входили, которые не ходили. И вот я решила, да, давайте мы возьмем то, что было особенно популярным в 30-е годы, что было востребовано и так далее. Да? Что-то у нас на слуху, и мы знаем, чего-то, естественно, мы можем не знать, не читать мы не видели, не слышали, но это брали и читали. Смотрите, Гайдар, да, где дальше? Ильин, Кассиль, В Беляев. конце обобщение, да, читателя интересует что, да, литература, обобщение, скажем такое. Давайте перейдем в 40-е годы. Дальше. По-прежнему в этом рейтинге остается Гайдар, но уже со следующим его новым написано Ильина, 4-я высота. Что у нас сегодня? Кассиль. Он, кстати, вот писал на протяжении всех вот этих 8 десятилетий. Дальше Катаев, сын полка. Причем мы выросли. Да, далее листаем. 50-е годы, посмотрите, пожалуйста, да? Зарубежные авторы, кого любят, читают, да? Кто переходит в наше сегодняшнее чтение. Обобщение можно прочитать и так далее. 60-е годы список, да? Кто-то его продолжает, кто-то в нем появляется из писателей, и те произведения. Дальше 70-е годы, далее 80-е, 90-е. Очень много, да, потому что вот начинается вот это открывать. Это, наверное, пик был, наверное, да? Пик. И вы знаете, здесь, если отдельной темой поговорить, 90-е тоже, здесь очень много было того, что, что к нам вернулось, что-то было запрещено, вот Лидия Чарская, да? 90-е. Да. Обратите внимание, там очень много такое было, что не однодневно. Я сразу вижу, что зарубежная литература. Там была только советская. Да, а еще возвращенные, те писатели, которые не печатались, да, и нельзя было. Чарская, посмотрите, вот «Сибирочка», записки. Чарская. Вот, произведение было написано в 908 году, да, а узнали они вот буквально 90-е годы. У нас прям заказы на нее, приглашают с мероприятиями в школы, она регулярно у нас запрашиваемая, понимаете? Именно как на мероприятие. Детям интересно, мы смотрим отрывки из... По ней поставлены киносюжеты, мульти. 2000-й Гайдар, военная тайна. Да. Ильина, 4-я высота, голова профессора Дойля, дикая собака Динго. Что такое в 2000-м произошло? Я У Железникова еще понятно, фильм вышел.
Хочу добавить, что вот, может быть, это заинтересует наших детей, да. Вот мы говорим о том, что им нравится литература об успешности. Вот Макаренко, да, педагогическую поэму, очень не от одного бизнес-тренера, достаточно авторитетных в стране, не только в нашей республике, то есть они приезжали сюда из Москвы, из Екатеринбурга, и они советуют читать педагогическую поэму всем руководителям. Потому что вот все эти законы управления, они работают и по сей день. Вот так вот. Да, то есть можно этим заинтересовать нашу молодежь, заставить их прочесть. Но вот это возвращение, посмотрите, к книгам советской поры удивительно, когда уже, казалось бы, все, да, распрощались со страной советов. Очень. И вот я сделала, знаете, какой вывод? Что, понятно, СССР был самой читающей страной. Не было интернета, смартфонов или компьютерных игр. Можно ссылаться на то, поэтому читали, но не совсем так, оставалось только читать. Дальше, что я еще записала? Читали, вы понимаете, что иного качества литература, да, была? Где в центре был кто? Герой, где важен был поступок, который он совершает, да? Где главное было извлечь какой-то урок, да? Для самообразования, для самопознания, для саморазвития, да? Для самоопределения и так далее. Дальше. Некоторые советские бестселлеры, почему мы их не увидели в рейтингах, их читать сегодня невозможно. Сменилась идеология, поменялась... Сейчас вам скажу, ну, какая-то жизненная мотивация, да, там изменились какие-то моральные устои и конструкции. И понятно, что... Напомнить детям. Да, но вот что-то, да, проверенное, оно никогда не уйдет из рейтингов, из список, и Лев Кассиль будет популярен, спрашиваем, читаем, да, и так далее. И очень важно, что вот здесь... их читают, да, на протяжении многих поколений. И вот вывод, который я окончательно сделала, как здорово, что совпадает читательские симпатии поколений. Вот это, мне кажется, вот очень важно. Фундаментально, просто, да, когда именно вот взгляд, да, поколений совпадает. Ну, это и связь, тогда И связь поколений. Связь, да. это преемственность. Вот. И, конечно, сейчас тексты, они у современных авторов, ну, во-первых, современный автор, он любыми способами заинтересовывает читателя. А раньше, вот если посмотреть, какая особенность? Пользуются приключенческие книги, да? В них главные герои – дети. Чем зауряднее ситуация, да? Чем проще написано, тем книга любимее, тем ее больше читают, да? Не знаю. Ну и добро побеждает зло. Да, добро побеждает зло. Да, да, читатель как бы вооружается какой-то надеждой, да, оптимизм. Вот, в общем. Ну что ж, вот мы сейчас уже, в общем-то, получили вот, ну, столько, да, я вот, честно говоря, мне очень понравилось. Спасибо большое, такая мощная такая информация. То здесь вот и списки, которые уже, пожалуйста, да, то, что я говорю, можно на курсы внеурочной деятельности, да, вот. Я думаю, что вот уже из этого достаточно. В принципе, то, о чем мы с вами говорили, Наталья Станиславовна, да, что читать, вот, пожалуйста, есть что читать. Для меня просто открытие, что, оказывается, читают. И еще, Татьяна Петровна, хотела сказать, вот мотивация к чтению. Допустим, в классе я хочу что-то изменить. И я, например, предлагаю в классе, инициативная группа, да, также провести рейтинг или небольшое исследование, кто что читает, да. Например, напиши 3 свои любимые книги в таком-то, таком-то направлении. Вот эта группа это собирает, и, пожалуйста, рейтинг класса, да. Этот класс может порекомендовать в параллели к классу почитать, да, что-то. Значит, детей скорее мучает то, что не то, что они не читают, а то, что в программе не то, что они хотят. Вот если бы программа по литературе была создана по их рейтинговым интересам, наверное, может быть, уроки литературы были вся нравственность куда-то бы подевалась. Мы можем, понимаете, вот что делать. Да, многие исследователи говорят. Стонали, да? Да? «Двойной мир» читать отсидывать. Ну, образование – это во многом принуждение, во многом Да. манипуляция. Образование, воспитание всегда такое до слово насилия, надо, принуждения, надо, да. Да, и это Почему тоже, Есть да. вещи, которые просто они по умолчанию должны все равно прочитать. Нравится или
не нравится. А потом происходит парадокс. Читал по принуждению в школе литературу, да, а потом своим детям с удовольствием рекомендую читать то, что читал когда-то сам по принуждению. Ну и, конечно, вот литературоведы, там эксперты чтения выделяют, что программная литература – это, получается, чтение по принуждению, да, свободный выбор. Спасибо. той же Чудаковой. Да. Лидия Владимировна, давайте мы перейдем к вам. Можно мне Да, совершенно. вот это, да? Можно мне тогда эту мышку, чтобы удобнее было? Так, Так, ну вот значит, у нас проблема, как уже Наталья Станиславовна сказала, что у нас именно предмет родная литература, русская литература осталась без присмотра федералами, то есть нет, значит, F5. программы, какой-то рекомендации каких-то. Так получается, что каждый учитель должен сам как-то выходить из этой ситуации. И вот Лидия Владимировна сегодня представит свою программу, как она именно решает эту проблему, так использование рабочих тетрадей по родной русской литературе. Ну, я немножко сузила тему, потому что как бы со своей программой я уже выступала на городском методическом семинаре учителей русского языка и литературы, и ее после семинара программу запустили как бы в работу по Сыктывкару. Но немножко расскажу, потому что прежде чем говорить о рабочих тетрадях, это, в общем-то, рабочие тетради – это скорее вынужденная мера, потому что учебников нет. Естественно, пришлось каким-то образом, как я всегда говорю, вытаскивать себя, как Мюнхгаузен, за волосы из болота самим. Значит, что я хочу сказать, что, значит, когда я составляла программу, я посмотрела все рекомендации, которые нам давали по этому поводу, и пришла к выводу, что вся программа построена в рекомендациях. Опять же, построена по линейно-хронологическому принципу, как и наша литература. Начиная с основного народного творчества, древнерусское, и далее по... Нужно уточнить. То есть вы пошли по хронологическому Нет, я хотела сказать, что я наоборот не пошла, потому что меня это не устроило. И поэтому я посмотрела, у нас в каждом классе, вот с 5 по 7, по крайней мере, в программах обычной литературы есть такой раздел «Проза о подростках и для подростков 20 века и последних десятилетий». Ну, сами понимаете, это последние уроки в году. Не хватает времени. Дается, возможно, только какой-то там обзор плохонький, потому что всегда нет времени, у нас начинается промежуточная аттестация, либо рекомендации. То есть это, ну, ни о чем, как говорят в народе. Да? Поэтому я решила, что для того, чтобы мотивировать к чтению, нужно какие-то особые, ну, другие подходы использовать. Вот. Причем на чем вообще основа этой программы? Обязательно читать детям вслух. В принципе, эта идея не моя, я ее взяла в интернете. И, видит Бог, не хотела ее присваивать. Я перерыла все статьи с таким названием, проект «Я читаю», я нашла такой. Хотела сослаться, что это не мое. Я нашла 6 материалов под разными фамилиями, но с таким же названием и с одинаковым содержанием. Поэтому не могу сказать, кто из этих 6 был инициатором, но идея мне понравилась. И я ее положила в основу создания программы. Значит, потому что вот я давно уже в школе работаю, лет 10 назад мы еще уповали на то, что, может быть, спасет вот то, что школа, ну, вообще Россия стала нечитающей страной, спасет, может быть, семейное чтение. В общем-то, идея провалилась, потому что у нас растет и множится поколение нечитающих родителей. Вы об этом говорили, что толка нет. Поэтому... Значит, в основе вот этого вообще программы это чтение вслух. Положила 3 принципа в основу создания, да, рабочей программы. Посмотрите, то есть какой принцип пошел. Это произведение вот именно этого только раздела. Проза 20-х годов и последних десятилетий о подростках и для подростков. Конечно, огромное количество материала перерыла, но нашла все. Дальше, второй принцип – это обязательно прозаические произведения. Потому что если стихи там встречаются, допустим, то это только для сравнения, а в основе лежит прозаическое. Но и самый важный принцип – это то, чего у нас совершенно не любят дети – это читать длинные произведения. Почему у нас такая деятельность читательская процветает? Читают в лучшем случае в пересказе или готовят сочинение, рефераты, но вы сейчас об этом что говорить. Поэтому я пошла по линии такой, что я подобрала произведения малых жанров. Это рассказы, сказки, притчи, миниатюры, потому как такой текст могу прочитать на уроке сама раз. Я всегда читаю сама, даже в 8 классе, до 9, вот сейчас у меня 8 есть,
до 9 и в 9 читать буду, потому что по всем законам методики вообще первое определение текста всегда ведь должно быть учительское, то есть хорошее такое чтение. И я не готовлю специально детей, потому что все равно ученик так не прочтет текст первого предъявления, поэтому всегда читаю сама. Вот эти 3 принципа отбора произведений легли в основу программы. Я, конечно, старалась не уходить очень далеко от рекомендаций, которые нам дали. По Сыктывкару были вот из МЦ такие рекомендации, но все равно многое пересмотрела. Вот я сейчас, вы говорили о Черской, вот у меня в прошлом году в 7 класс, вот сейчас 8, не пошла Черская. Совершенно детям не интересен период вот тот, о котором идет речь. Об этом, может быть, стиль. Не пошло, и я пересмотрела какие-то произведения, когда вот уже эту программу выставляла, так сказать, на общее обозрение, я убрала, потому что вот не пошло. Я брала Костюнина «Рукавички». Но я сразу поняла, когда мы стали читать, что дети, мои семиклассники, не осилят. Потому что очень серьезно, я перенесла их сначала в 9 класс, потом долго-долго думала и вообще убрала из программы, потому что там очень много надо знать исторических фактов и понимать это. Это пока трудно. Я к тому, что вот варьирую все время, потому что приходится какие-то произведения. Когда вот вы говорили, вот вы выступали, мне было грустно, потому что, как вы сказали, как там еще раз? Фикшн. Мне стало сильно грустно, потому что, где русская наша литература? Немножко радостнее стало, когда говорили вы, но опять же, это все равно не выход из положения, потому что если мы эти великолепные произведения, которые вы смотрели, того же Кассиля, Гайдара и прочее, у нас тоже они были в рекомендательных списках. Вы понимаете, вот вы как учитель тоже поймете меня, потому что прочитать на уроке Гайдара даже вот небольшую повесть невозможно по 2 причинам. Объем и количество текстов. Где можно набрать текст? А читать так, вот как у нас, вот вы знаете, была раньше программа Курдюмовой. Кусочек дает, допустим, главу какую-нибудь произведения, а все остальное вы там вроде... самый вкусный эпизод? Предполагается, что вы потом прочтете. Но самый вкусный эпизод – это не изучение произведения, это изучение, знакомство с каким-то, вот этим вкусным эпизодом. Я лично так считаю. Поэтому вот я положила в основу создания программы эти 3 принципа. Принципы вот сейчас они работают, по крайней мере, я пока сейчас пытаюсь дальше. Значит, по тематическому принципу, естественно, расположила материал. Это вот все, еще раз говорю, это из той программы, что я в интернете нашла. Мне показалось это логично. Человек и родина, человек и школа, человек и семья, человек и его выбор. Это вот здесь все нравственные проблемы. Поэтому самое большое количество произведений именно в этот раздел ушли. Человек и война, защитники Отечества, человек природы, человек и искусство. В каждом классе с 5 по 9 по этим разделам, в принципе, у меня подобраны специальные тексты. Значит, поскольку учебников нет, я сама собрала все тексты, я их все перечитала с 5 по 9 и отбирала очень тщательно, потому что для меня было важно не этот, меня это слово очень обижает, как учитель русского языка и литературы, а именно такая нравственная литература, чтобы она давала, поэтому я их собрала всех по классам. И, в общем-то, пока пользуемся тетрадью хрестоматии. Создала тетрадь, первый вид тетради, тема-то какая была. Тетрадь хрестоматии по учебному предмету «Родная русская литература». Здесь вот я говорю, что сюда входят прозаические произведения малых жанров, несколько глав, интересных текстов, особенно вот по разделу «Человек и Родина», главы из прозаических произведений. Вот в 5 классе очень хорошая повесть Ирины Краевой, это вот современный уже писателя, «Колямба», внук Надежды Петровны. Ребята с удовольствием, мы читаем только одну главу Надежды Петровны, а им рекомендую, и потом спрашиваю, кто прочитал, но человека 3-4 в классе обычно читают после того, как мы одну главу прочли. В 6 классе это Гордарика, вот исторические произведения, там, понятно, огромный текст, мы читаем только одну главку. И Лихачев «Земля родная», там Катеринушка закатилась, оттуда берем очень хороший текст. Вот вы говорили о сопоставлениях. Обязательно сопоставляем с тем, на кого похожа Катеринушка. И даю им подсказку. Читаю «Подруга дней моих суровых», и они сразу догадываются, что это Ирина Родионовна. Вот. И 3 блок – это произведение писателей Республики Коми как реализация культурного компонента. Русскоязычных, естественно, писателей.
Вот. Значит, в соответствии с требованиями в ГОС реализую вот эту программу смыслового чтения, чтения с остановками. Поэтому ряд текстов я разбила прямо внутри этой рабочей тетради хрестоматия, которая у меня 2 тетради получается. Тетрадь хрестоматия – это вот с разбивкой на части, например, тот же Приставкин «Золотая рыбка». Очень хороший текст. Вообще Приставкин, я его просто обожаю, я его для себя как-то открыла недавно в том плане, не в плане вот этих знаменитых произведений, там «Ночевала тучка золотая» и так далее. Вот его маленькие рассказы настолько интересные, вот они включены буквально чуть ли не в каждый класс, да, там и буква К, и там и фотографии, и много-много рассказов, маленькие, мобильные, но настолько как бы вот нравственные, что мимо нельзя просто пройти. Та же Габова «Не пускайте рыжую на озеро», в 8 классе притча «Абросимова беглецы». Значит, естественно, включаю туда тексты для сравнения. Но сами посмотрите, как не сравнивать сказку Пермяка «Новое платье королевы» и тут же, естественно, андерсоновское «Новое платье короля». Как не сравнить Бориса Шергина «Дивный гудочек» и народную сказку «Чудесная дудка». Причем эту «Чудесную дудку» я долго искала в интернете, именно сказки с таким, потому что сюжет было легче сравнивать детям. Нашла в 2 вариантах. И ребята сами выбирают, какой вариант им выбрать для сравнения. Но, естественно, Соломония Пылаева тоже для себя открыла этот русскоязычные ее сказки, Шанишка в этой книжечке, да, «Рыбка с золотыми чешуйками», просится тут золотая, это вот сказка «Рыбаки и рыбки» и «Золотая рыбка» народная сказка. То же самое в 7 классе, например, мы читаем Сухомлинского, я включила тоже маленький текст «Легенда материнской любви», естественно, Дмитрий Кедрин «Сердце». Сюда же вот рассказ Юрия Казакова «Запах хлеба» хорошо ложится для сравнения притча о блудном сыне и эпизод «Дуня на кладбище» из повести Пушкина «Станционный смотритель». Это как раз из программы простой литературы. То есть само сопоставление уже дает возможность развивать вообще читательские умения, во-первых, и читательские какие-то, лишний раз обращаемся к тексту уже знакомых произведений. Вторая тетрадь, которая в общем-то, создана, она уже направлена на то, как работать с текстами, с теми, которые собраны в тетради хрестоматии. Да? По сути дела, исходило из того, что современная рабочая тетрадь – это комплекс целый, который включает задания для учащихся. Но и я вот еще для себя добавила, что показывающую, собственно, методическую подготовленность учителя, потому что составляет задания, это же не просто с потолка взято. Естественно, я открываю все эти самые вгосовские требования к изучению этого предмета, на основе их смотрю, какие задания подойдут, и формулирую их. По сути дела, цель – это пооперационное формирование мыслительных процессов и повышение уровня творческого развития. Естественно, как средство, как результат, как следствие, это повышение мотивации чтения. Вот по каждому классу, по 5 классу у меня уже тетрадь готова, я ее сейчас апробирую, мне даже дали 5 класс в этом году, я попросила, чтобы апробировать. Но пришла к выводу, что по этой тетради я слишком много заданий делала. Но, с другой стороны, вот я разговаривала с учителями, когда мы выступала на семинаре в городе, что это и хорошо, потому что можно из большого выбрать задания, которые соответствуют уровню класса, соответствуют, допустим, интересам учителя, просто, в конце концов, какие-то интересные задания. Значит, я вот специально выписала для себя вот эти условные значки, чтобы было понятно, какие виды заданий там практикуются. Но вот этим значком я обозначаю, когда дети, слово «план», да, когда дети либо план текста составляют, либо, наоборот, наводят порядок, восстанавливают нужный план текста. Дальше, вот эти 2 значка – это работа со словарем, и здесь эти работают со словарем, а такой значок означает, что они сами формулируют, объясняют, вернее, какое-то лексическое значение слова. Вот этот значок обозначает, что мы анализируем язык произведения. Без этого никак нельзя, потому что, интересно же почувствовать вкус слова, почувствовать, какое-то интересное выражение. Включены, конечно, под таким вот значком различного рода викторины, тесты на проверку знаний, я имею в виду содержание. Это задание повышенной сложности. Такой значок обозначает, что организуется
организуется дискуссия. Ну, вот, например, после Гордарики там у меня есть дискуссия, зачем вообще нужны исторические произведения в литературе. Вот. Это вот особый знак, я чуть попозже скажу. Естественно, теория литературы – это задание для самостоятельного чтения, потому что в каждом классе выделены тексты для того, чтобы самостоятельно что-то прочитать. Задание для сравнения. Вот таким значком обозначаю проекты, потому что я вот о них тоже чуть позже скажу. Это дополнительная информация, потому что прочитать Гордарику без дополнительной информации каких-то исторических, там, ну, там о Святополке есть упоминания, невозможно. Вот эти два значка означают уже организацию деятельности. То есть это для работы в паре, для работы в группе, самовзаимооценка, оценка группы, ну, естественно, связь с изобразительным искусством и с музыкой. Ну и наши условные значки, известные всем учителям, это развитие речи, РР, домашнее задание и ВС, то есть изобразительно-выразительные средства. Есть отдельный раздел «Ответы». Там в некоторых классах я какие-то задания даю, где можно будет потом посмотреть ответ, допустим. Ну, то есть вот в таком плане как бы задания сформированы для каждого класса. Сейчас вот еще раз говорю, 5 класс у меня закончена уже тетрадь, а в 6 я работаю в этом году, в 6 и в 8 я параллельно их доделываю. То есть к концу года надеюсь, что будут еще эти 2 класса готовы. Но хочу сказать, что мотивация к чтению – это, собственно, направленность ученика на активную читательскую деятельность. И основным показателем высокого уровня является понимание авторских оценок и устойчивое отношение к тексту. Поэтому вот, чтобы вот этого достичь, необходимо проводить, надо, конечно, в первую очередь чтение текста, несомненно, потому что первое впечатление, первое восприятие детей – это важно. Ну вот в 7 классе у меня, например, девчонки плакали, когда мы читали «Он убил мою собаку» и так далее. Поэтому вот когда они сидели и у них слезы лились, я как бы немножко стушевалась, потому что у меня же там еще куча было вопросов и так далее. Но тем не менее потом как-то перешли все равно к анализу, потому что это надо, иначе мы не сформируем как бы вот понимание авторской оценки. Учитывая то, да, что в принципе в памяти остается 1/4 услышанного, 1/3 увиденного, 2 часть увиденного услышанного, а вот только 3,3, когда активное действие. Но вот в тетради обозначены самые различные виды деятельности, потому что, ну вот тот же Пинак говорит, что чтение – дело добровольное, а как бы все равно нужно что-то уметь анализировать, чтобы понять произведение. Но это вопрос на ответное упражнение, это восстановление пропусков, упражнение на дополнение информации, исправление каких-то содержательных нарушений в тексте, естественно, сопоставление, вот я говорила, задание на соответствие утверждениям, множественный выбор, краткие записи, план, викторина. Ну, то есть задание не особо, ничего тут сверх такого, чего не делают другие, но оно в каждом, при анализе каждого текста, это могут быть совершенно разные, все зависит от содержания. Вот, работа там, перекодирование информации, очень часто таблицу заполняем, либо сами заполняют, либо восстанавливают, либо дополняют и так далее. Естественно, вот очень много заданий, практически с каждым текстом работаю. Задания с открытой формой ответа, объясните почему, либо на продолжение, продолжите смысловой ряд и так далее. Значит, ну, хочу особо сказать, что вот как бы все, еще раз говорю, что все эти виды заданий наверняка все литераторы делают. Хочу немножечко только некоторые нюансы показать. Вот важно, вообще-то тексты, еще раз повторяю, подбиралось, чтобы они были вот высоконравственные, чтобы не было вот этого. Потому что меня всегда обижают. В прошлом году у меня был 11 класс, мы готовились к сочинению, к итоговому. И вот пишут, пробные, когда писали, приводят примеры Гарри Поттера. Я аж сержусь. Почему вы не любите Гарри Поттера? Я говорю, да потому что я уверена на 100%, что вы тексты не читали, вы просто имеете в виду просмотренный вами фильм. И все. Сколько есть у нас хороших художественных текстов. Я думаю, что не очень многие. Мне так, по крайней мере, казалось. Поэтому вот нравственность именно русской литературы должна быть. Вот прием смыслового чтения, я не буду сейчас прочитывать, просто хочу сказать, что здесь несколько видов работы. Дается текст. В тексте вот квадратными скобками обозначено то, на что пятиклассники должны обратить внимание. Это рассказ Николая Назаркина «Изумрудная рыбка» про детей, которые очень долго лежат в больнице, поэтому им там чем-то надо заниматься. Да? И вот дальше эту информацию они должны выписать. Смотрите-ка.
значит, выписать 7 фактов. Ну, я специально обозначила детям, на что обращать внимание, чтобы эти 7 фактов получились, да, характеризующих этих героев. И вот подсказка. Обращайте внимание на деление предложений квадратными скобками на блоке. Затем они должны эту самую информацию преобразовать в необычную схему. Ну, у нас там была, в общем-то, золотая рыба, то есть, простите, изумрудная рыбка, как олицетворение мечты, фантазия. Поэтому вот на такой вот, на этих цветах радуги они должны были коротко записать. Причем условие было обязательно. Это должно быть либо слова, либо словосочетание. Затем можно самопроверка по эталону. Я им давала эталон, где приблизительно одинаковые были. И самое важное, что для чего все это делалось, на основе этих фактов им надо было построить связанные рассуждения по теме «Дети, сильные духом». И вот когда дети смотрят на вот эти записи, конечно, им намного легче. Вот. Поскольку русская все-таки у нас родная литература, как бы, я стараюсь, где это возможно, а это, я считаю, надо обязательно, духовно-нравственные понятия рассматривать в традициях русской культуры. И вот когда мы читаем рассказ Бориса Алмазова «Прости меня» в 5 классе, есть такой текст, то я им даю вот это определение. Оно меня когда-то давно поразило, и вот здесь было как-то к месту. Владимир Иванович Даль говорил так: лицо человека – это представитель высших духовных даров, лоб – небесная любовь, глаза разумения, уши понимания, послушания, нос постижения добра, щеки постижения духовных истин, рот мысли и учения, губы духовная хвала. И делает он вывод, что лицо – образ Божий. Мы, в принципе, для чего вот это я им даю? Потому что, опираясь на это определение, они должны попробовать объяснить, почему, когда человеку стыдно, мы разбираем эти понятия «стыд», да, у него краснеют уши. У нас тут прям развернулась такая дискуссия по этому поводу, да, потому что, ну, как бы, по сути дела, дети еще проникают не только в содержание вот этих понятий, о которых речь идет: раскаяние, совесть, стыд, вина, прощение, там вот эти все понятия мы все обязательно рассмотрим. Они еще проникают и в метафоричные, как бы в метафору, ведь в этих вавгосах есть такое понятие, вот там в разделе «Смысловое чтение и умение» работать с метафорой. Вот таким образом пытаюсь что-то реализовать. Ну, остальные виды заданий, в принципе, знакомы, я немножко пропущу. Вот. Хочу остановиться еще на приемах работы, которые помогают обобщить прочитанное. Вот подросткам всегда очень трудно обобщать. Это очень трудная, конечно, трудная работа, и стараюсь каким-то образом им в этом помогать. Вот смотрите, работа с заглавием. В 8 классе, я в 8 класс включила, вообще очень много в разные классы включила рассказов Тамары Ломбиной. Шикарные, маленькие, мобильные, но настолько нравственные, да. И вот в 8 классе мы читаем «Дед Хиба из домика у моря». Вот я, кстати, так учу писать сочинения. Обязательно делить тему, членить на какие-то блоки. И вот я им пишу это из домашнего задания, или успеваем, если на уроке написать, разделите заглавие на 4 части, подумайте над вопросами, почему дед является ключевым, о чем говорит кличка, вообще прозвище кличка, по идее, Хиба, почему, уточнение домик, почему домик, а не дом, и какую роль упоминание о море играет. И сделайте вывод, в чем смысл названия рассказа. То есть вот оно, обобщение пошло, потому что заглавие, как правило, обобщает что-либо. Конечно. Да, потом, смотрите, еще очень часто даю определение сильных позиций. Уже с 5 класса у меня все ребятишки знают 4 сильных позиции. Название, начало, золотое сечение, конец. Это тоже помогает найти главное и обобщить. Ну и часто практикую уже с давних лет написание вывода по прочитанному именно в 3 произведениях. Не больше, но и не меньше. То есть самое важное выбрать, и за это ставлю оценки с легкостью, потому что если ребенок это сумел сделать, значит, он понимает. Но, естественно, занимательное задание. Здесь я, в качестве немножечко... Так, улыбнемся, да. Шифрограмму очень люблю, потом дети тоже очень хорошо потом сами составляют, по-разному загадки, но только не такие, которые вот привыкли мы, да, брать. А я вот эти вот, кстати сказать, примеры беру есть в интернете можно найти «Что, где, когда» для школьников. Там есть очень интересные эти самые формулировки. Вот, например, одно из таких. Урок, например, по рассказу Габовой Нины Игнатьевны против Артемова в рамках реализации этнокультурного компонента в 6 классе начинаем со следующей фразы. Язык гренландских эскимосов выразителен, слово «калуфик» означает «дом, где много говорят и где только один говорящий». Как мы называем такой дом? Как мы называем такой дом?
Парламент. А это школа. И потом мы начинаем, там просто про школьные дела, в общем-то, тексты, поэтому очень хорошо. Но мы очень потом обязательно, я им даю эту дискуссию, почему действительно ли школа – это дом, где много говорят, и только один говорящий. Вот. Еще занимательными считаю неожиданные аннотации. И привожу детям их не только тогда, когда мы изучаем тему. Есть у меня в 6 классе урок развития речи, здесь запланирован по обучению аннотаций. Вот. Я им даю неожиданные аннотации. Вот писатель-фантаст Борис Штерн говорил, что первой прочитанной им книгой был фантастический детектив с 3 неудавшимися покушениями на убийство и 1 удавшимся. Как эта книга называлась? Как эта книга называлась? А это «Колобок». 3 неудавшихся покушения, 1 удавшееся. Но пользуясь как раз тем, что определенное представление о детективе у людей сложилось, продавец, например, рекламирует новую книгу. Ну вот это я тоже взяла, кстати, из «Что, где, когда», а это просто где-то прочитала, мне показалось интересным. И вот он ее как рекламирует. Новая книга, только у нас, таинственная находка крупной суммы денег, большой банкет по этому поводу, появление на банкете таинственного убийцы, предательство гостей, жестокие пытки хозяйки дома. Естественно, к нему все бросились покупатели, чтобы приобрести новинку. А вот этим самым детективом оказалось, конечно, цветное это издание, новое издание «Мухи-цокотухи». Вот. Но есть такие тексты, да, вот работа над языковыми особенностями текста обязательно на каждом уроке, только где-то порциями, где-то просто анализ языка, где-то изобразительно-выразительные средства. А есть такие тексты, вот у меня, вот, ну вот в 5 классе, например, Одежда Петровна, где ну весь текст вот только просится, чтобы там анализировать язык. Вот тут 2 примера я вам привела, да, вот как бабушка говорит, легче одного родить, чем этого отмыть. Просто кукарекать с моста. И вот задача детей разнести, где присказка, где пословица. Вот. Последняя фраза этой главы. Как он меня срезал. Одежда Петровна ликовала она. Словорез, буквопляс, бес толковый. И вопрос, как образованы слова и словосочетания в отрывке, и почему бабушка именно так характеризует внука. Там еще много заданий, я просто не стала приводить все. Или вот немножко другой вид работы. В 6 классе у меня будет Евгений Нусов «Забытая страничка». Мне очень нравятся эти. Вообще нусовские рассказы хороши. И здесь мы работаем, да, вот опять же вопрос, почему произведение называется «Забытая страничка». И здесь представлена работа как вариант клоуз-теста. Вообще понравился мне как-то этот клоуз-тест. Я одно время занималась, потом немножко забыла, но здесь было к месту. То есть вот я составила текст сама с пропусками, в которые надо было вставить слова из текста. Представляете, какой нужен уровень, ну как внимательно надо перечитывать текст, чтобы найти необходимые слова. Это же не какие-то-нибудь ставишь, только те, что по тексту. Очень хорошо идет, и мне кажется, очень полезно для детей как раз с точки зрения понимания стиля вообще писателя. Там очень красивые выражения пропущены, вот они должны их ставить. Вот. Ну, отдельно хочу сказать о приемах самовзаимооценки и оценки группы. В арсенале каждого учителя миллионы, наверное, вариантов есть. Я здесь привела только те, которые придумала сама. Ну, вот смотрите, давно-давно, еще когда я, не знаю, наверное, небольшой опыт работы у меня был, я где-то прочитала вот такой прием 5П, который называется, и потом его немножко уже с опытом немножко подредактировала. Вот прием оценивания устного ответа в паре. Правильно, полно, примеры, последовательно, привлекательно. Это только со стороны кажется, что вроде бы набор слов на букву «П», а здесь как раз логика. Правильно, полно, примеры – это содержание ответа. Последовательно – это его структура. Привлекательно – это общая оценка. Ставим обыкновенные плюсы, минусы, либо плюс-минус. И это детям нравится, это им понятно, они с этим справляются. Ну, потом им, естественно, дается норма оценок. Столько-то плюсов, такая-то оценка и так далее. То же самое 3П. Это прием оценивания устного ответа в группе. Выполнил работу правильно, полно, ну, помогал другим, если ты в группе работал. Вот. Ну и прием Тавр родился у меня как раз вот, когда мы читали «Изумрудную рыбку». Да? Там было сочинение рассуждений вот про этих детей, которые... сильные духом, да? Почему Тавр?
Т – это тезис, А – аргументы, В – вывод. И речевая речь, поскольку устно дети говорили друг другу в паре, естественно, получился тавр. Показано, сколько баллов, вот почему за аргументы 6 баллов. Условие было: 3 аргумента приводишь и 3 примера из текста обязательно. Ну и, в общем, в такой занимательной форме, естественно, это все очень хорошо работает. Вот. Хочу сказать, что очень уважаю и давным-давно занималась уже, лет 8 назад, изучала технологию созидающего чтения автора Валентины Бородиной. Да? Вообще-то эта технология создана Бородиной для библиотечных работников, то есть для вас. Но там такие интересные вещи. И, кстати, вот эта вот шифрограмма, это вот оттуда, от нее. И мне что там нравится? Я для себя это держу уже, несмотря на большой опыт работы, как некую формулу работы с текстом. Текст в себе, то есть исходный текст. Мы с ним его читаем, пытаемся осознать. Преобразуется в текст для себя. То есть мы некую интерпретацию, некий анализ все равно делаем. И затем, как результат интерпретации, текст от себя, то есть то, что сочиняешь сам. Для меня это логика анализа текста любого. И поэтому вот текст от себя – это чаще всего творческие работы. Тоже самое огромное количество разных заданий. Я только единственное здесь привела в качестве примера стратегию «Распиши слово» с технологией развития критического мышления через чтение и письмо. Та же Нина Игнатьевна против Артема Габовой, да, там про учителей и учеников. Вот надо на каждую букву написать качество учителя и ученика. Вот. Надо сказать, что очень трудились у меня долго, очень тяжело было детям, но все-таки сделали шестиклассники. Вот если в 5 и 6 классе пока только разрозненно, на каждую букву качество дети пишут, то в 7 классе уже пытаемся и дальше составлять связанный текст. Например, по Габовой составили такой текст, это вот коллективная работа. Там девочку зовут Света. «Светлая чистая душа вам поможет стать лучше, если даже вы рыжие. Так будет всегда. Ведь человек человеку не волк, а великая радость». Почему такая концовка? Не только по содержанию. У меня просто этот урок я назвала... Я вообще люблю давать имя уроку. Это вообще пошло от Марка Максимовича Поташника. У него в книге я прочитала. Мне эта идея понравилась. То есть название урока, имя вернее, оно дает показывает основное содержание. Да? И вот имя этому уроку было «Человек человеку, многоточие». И в конце мы пришли к выводу, что человек человеку радость, все-таки, а не волк, по содержанию, когда посмотрели. Так, особо хочу сказать о домашних заданиях. Почему? Потому что ни одно домашнее задание, особенно в 5 классе, не даю без инструкции. Вот этот значок, там я показывала, говорила, скажу о нем, это помощь, подсказка учителя. И вот у Радия Погодина, вот я «Над тобой, хозяйка», мы буквально на прошлой неделе с пятиклашками разбирали этот текст, они получили задание следующее. Значит, Гришка, там 6-летний ребенок, сказал очень важную фразу: «Если друг, то не собственность. Если собственность, то унижение. Если унижение, то в дружбе измена. Если измена, то предательство. А предательство маленьким не бывает». И вот, опираясь на данные слова и на текст рассказа, надо письменно доказать, что предательство маленьким не бывает. Понятно, что пятиклассники это не сделают без подсказки. И поэтому я им тут даю подсказку, что анализируйте каждую фразу, определяя значение понятия. Друг – это близкий человек, а собственность – это то, что покупается, продается. Разве можно продать друга? И так далее. То есть самое начало я им пишу, а концовку они дописывают сами. Еще условие привести примеры из текста, да, и делают вывод, почему же высказывание Гришки автор называет простой мыслью. И так по другим же. Вот, допустим, тот из Льва Кассиля, да, там хорошие тексты, которые вы рекомендовали, но я взяла маленькие рассказы, которые очень удобно прочитать на уроке и проанализировать. Тоже с подсказкой. По какому принципу действовать, чтобы написать сочинение «Миниатюру» «Храбрый заяц». В 8 классе Бахмутова рассказ «Радуга» уже более серьезные вещи делаем, потому что здесь я уже их дергаю. Они, конечно, возмущаются. Мы еще экзамен вроде не сдаем, а вы уже нас дергаете. И буду дергать, потому что это надо. Уже пытаемся что-то похожее писать на то, что будет в итоговом сочинении в 11 классе. Нужно написать рассуждение «Счастливый человек», используя 3 аргумента. Один, опираясь на легенду о Данко, в 7 классе мы ее читаем на обычной литературе. Второй, опираясь на текст «Радуга», который тут читали. И третий, на выбранный афоризм. В качестве подсказки напоминаю, что о Данко, что им надо взять, и афоризмы, из которых они должны что-то выбрать.
Ну и последнее, о чем я хочу сказать, это, конечно же, проекты, проектная деятельность сейчас, конечно, не просто веяние времени, это то, что заложено в стандарты в ГОСе, да, в общем-то, использую не очень часто, но использую. Вот, например, мини-проекты, одна страничка из жизни моей бабушки, когда мы прочитали «Лоскутное одеяло» Евгения Носова, дети писали, достаточно интересно получилось. Вот. Или вот под условным названием проект был «Моя изумрудная рыбка». Идея там какая была? Дети в больнице, ну, в тексте, из остатков капельницы, с гибкого этого, они плели эту самую рыбку, но она была серая, и им нужна была краска, они нашли зеленку и пытались ее выкрасить в зеленый цвет, чтобы была изумрудная рыбка. Ну, потом, анализируя рассказ, пришли к выводу, ну, как бы, что символический смысл названия «изумрудная рыбка» – это как бы изумрудная рыбка – символ мечты и фантазии. И задача была в проекте сделать какой-то такой предмет, какой-нибудь необычный предмет из необычных материалов и описать его. Ну вот, например, мальчик сделал космического лиса. Вот. Из разных планет. Ну, если вы слушаете, могу зачитать, или не надо описание. Прочитать нет. Значит, мальчик сделал из этих, но представил себе. У всех людей разные фантазии, мое воображение связано с космосом и животными. Поэтому хочу создать свое необычное животное из планеты, это будет лис. Почему? Да потому что из всех зверей он мне нравится больше всего. Но почему же из планет? Просто я люблю изучать космос. И назову своего питомца, пожалуй, космический лис. Каким же ему быть? Голова, конечно, из Солнца. Ведь Солнце в нашем мире самое главное, как голова у всех организмов. Шея будет сделана из Земли и Марса, потому что эти планеты ближе к жизни. Тело лиса из Юпитера, ведь эта планета самая большая в Солнечной системе, значит, оно будет самым большим. Передними лапами послужат Меркурий и Венера, они такие же маленькие, как и лапки лиса, и находятся рядом с его телом Юпитером. А задние – это Уран и Нептун, ведь по величине они лучше всего подходят и находятся чуть дальше Юпитера. Я хотела бы, чтобы хвостом лиса была большая планета с кольцами Сатурн, потому что считаю, хвост моего животного должен быть таким же большим, как и кольца этой планеты. Так и появился космический лис. Он живет в нашей Солнечной системе и теперь каждую ночь может бегать по космосу. Мне очень нравится мой космический друг. Ну, вот такого рода задания. Вот второй вид проектов. Проекты я читаю. Это вот еще раз говорю, идея из интернета взятая, но, тем не менее, она мне показалась реальной. Значит, главная задача активизации самостоятельного чтения, опять же, цель, а задача – это поиск прозаических произведений с помощью разных источников информации и подготовка выразительного чтения с листа. Ну, это как пропедевтика, как подготовка устного собеседования. И вот для реализации проекта учащимся 5-7 классов только в этом промежутке предлагается список произведений, которые входят в содержание программы. Естественно, он далеко не полный, там 16 наименований, фамилий только писателей, а у каждого там несколько произведений. Ну, задача-то хитрая. Чтобы выбрать какое-то, надо выбрать одно произведение ученику, да, но чтобы его выбрать, надо прочитать все. Поэтому, ну, своеобразная тоже мотивация к чтению. И получается так, что в этот проект как бы вот входит следующая вещь. Краткая информация об авторе, основные темы творчества, наиболее известные произведения, название выбранного произведения, жанр, особенности, обоснование выбора произведения. Здесь немножко побольше ребенок должен объяснить, почему именно то, а не другое. Выразительное чтение вслух выбранного произведения. По идее, вот эта защита проекта я читаю, может быть использована и как форма промежуточной аттестации. Ну, тут на усмотрение школы. Вот хочу сказать, что, собственно говоря, вот использование этих тетрадей, ну, это вынужденная была мера, потому что нет, просто не почему заниматься. Но, на мой взгляд, это вот я сейчас для себя делаю вывод, что это удачно, потому что так или иначе это мотивирует чтение. Когда дается домой на уроки, я сама, конечно, читаю. Потом они читают какими-то отрывками. Этого мало. А когда даю домой задание, обязательно фраза «перечитайте текст», а текст небольшой, поэтому это детей не особенно, как они выражаются, напрягает, да, и, ну, как бы еще раз знакомиться с текстом и выполнять какое-то задание. Поэтому думаю, что в этом мотивация чтения
тоже Все состоит. задания шаблонные, они индивидуальные, они очень интересные, они очень развивающие. Да, поэтому вот я и хочу закончить, что свое желание, когда ребенок захочет читать, и мастерства, когда он научится каким-то основам анализа, рождает шедевры, как сказал Джон Раскин. Спасибо. Спасибо, Лидия Большое Владимировна. спасибо. Да. Несколько практических вопросов. Сколько у вас родная русская литература часов? Так, сейчас скажу. Значит, 5-6 класс – это по часу в неделю, 7 полчаса, 8 час, 9 полчаса. Это мало, конечно, мне жалко, но пока в учебном плане у нас так. Вот, поэтому... То есть получается, что у вас в этой рабочей тетради вот в расчете на это количество часов, да? Конечно, да. Вот Если у меня, у допустим... кого-то другое количество часов, то уже придется самому что-то. Ну, вот у меня на 9 класс я, например, просто еще не работала, и когда подбирала летом задания, в общем, сама занималась летом, поллета этим, я спланировала материал на 34 урока. А потом сказали, полчаса мне пришлось ужать. Из большего меньше сделать проще. Да? Я хочу просто сказать, что сейчас я работаю, вынуждена мы работать вот таким вот образом. Тетради-то как сама распечатанной нет, это проблематично. На каждый урок я детям печатаю текст, вот они 3 ветки мимозы, и дальше к нему задание. На один текст на парту. Удобнее так, чем просто, допустим, читать с экрана, как говорят некоторые. Вот мы с экрана читаем. Я говорю, я так не могу, как можно работать с текстом? С рабочей тетради я просто уже выжимки делаю, видите, экономлю бумагу достаточно мелко, но выжимки тех заданий, которые нужны. Вот тут таблицу дополнить, там на какие-то вопросы ответить, там какие-то слова объяснить. Да, вот нравственные проблемы обязательно требую, чтобы понять эти проблемы, ведь они же должны из начальной школы уже знать в 5 классе. Поэтому с 5 класса мы уже разбираем проблемы нравственные. Лидия Владимировна, Да. вашу презентацию можем разместить на нашем портале «Открытое образование»? И вашу, Пожалуйста. кстати. Нет, просто потому что я вот сейчас прослушав, я ловила себя все время на мысли, что, наверное, это и хорошо, что пока ничего нет. Да, есть Вот кроме вот этого. простор для деятельности. Да, во-первых, да, простор для учительского творчества. Конечно. Вот, для педагогического мастерства и на самом деле выполнение очень-очень важной задачи. Вот, в том числе социально важной задачи – это вот мотивация к чтению. Вот. И очень было бы интересно, конечно, послушать, каким образом выходят из положения другие учителя. Но с другой стороны, я себя ловила еще на той мысли, что фактически вот те идеи, о которых мы говорим, они в воздухе носятся. Вот. И все мы примерно разными путями мы идем вот к одной и той же цели. И понимаем, что мы можем использовать определенный набор текстов, потому что в своей основе вот ядро его одинаково. Вот. Определенный набор авторов. Вот. И я думаю, что если когда-нибудь вот все-таки появятся какие-то регламентирующие документы на этот счет, то я очень надеюсь, что здесь будет использован вот тот опыт, который существует не только вот у нас, мы сейчас вот прослушали это, но я, например, слышала то, что Есть было другие там на подходы, съезде, да. другие подходы, там же у той же Елены Олеговны Галицких. Вот, то есть на самом деле как бы наши учителя здесь проявляют свои лучшие качества. Конечно, я понимаю, что это может быть не самый лучший вариант, но, по крайней мере, на сегодняшний день вот я поняла так, что хотя бы это дети читают. Тем более, что тексты подбирала я такие, что очень часто цепляют за душу. У меня даже учителя, я говорила своим остальным учителям, кто работает в других классах, там, в 8, в 7, в 9, я говорю, вы мне скажите, что идет, что не идет. Я уберу, я посмотрю еще, у меня еще куча осталось текстов, уж извините за нелитературную фразу, огромный объем текстов остался, который у меня просто не поместилось включить туда. Может быть, мы что-то поменяем. Вот. Они говорят, все хорошо, но там столько текстов, где заканчивается печально. Я говорю, а кто еще будет учить детей чувствам, даже таким, как печально. Тут же Женя Касаткин, когда ребенок умирает, даже он убил мою собаку. И там много-много текстов, где действительно, хочется заплакать, по крайней мере, грустно. У меня даже один мальчик... Чувство пробуждается. Да, чувство пробуждать надо, и я считаю, что это правильно.
Наталья Станиславовна, вот посмотрите, у нас вот мы одного человека позвали, как хорошо в точку мы попали, да, у нас еще по республике, возможно, таких вот Конечно. работающих вот самобытно совершенно, да, именно потому что ничем не связаны, действительно, ведь много вот как вот нам вот найти это все, достучаться до них, чтобы они вот свой Надо опыт помогать. представляли. Я думаю, что вот, например, ту же самую презентацию, которая вот сейчас у нас есть, может, еще какие-то материалы можно вполне размещать, вот ту же методическую копилку. А когда рабочий На нашем тетрадь сайте. будет готова? Рабочие тетради у меня в электронном варианте есть. Я говорю, 5 класс, 6 в процессе работы, 8 в процессе тоже дорабатывания. Вопрос в том, что проблема вот это все распечатывать и так далее. Нет, а вы с нами А поделитесь. поделиться? Вот, не знаю пока еще, мне нужно еще почистить 5 класс. Вот сейчас я пока опробирую, как бы Я ее говорю прямо сейчас. Я а понимаю, вообще? я и говорю вообще, мне до конца 5 класс провести, посмотреть, что у меня пошло, что не пошло, и тогда чистить уже. Потому что, вот я говорю, тексты, вот я в 7 классе, когда мы читали, ну не пошли. Убрала я эту песчаную учительницу. Честно говорю, Платонова, ну, как бы тяжело вообще его воспринимать. А для ребят это так далеко. Вот. Сначала оставила, потом убрала. В общем, там целый процесс был. Вот. Но опять же, Поэтому... класс на класс не приходится. Нельзя же только конкретно на ваших детях говорить. Нет, я спрашивала Почти других будут учителей, я же специально своих опрашивала, говорю, вы мне говорите, потому что я буду все равно редактировать. У меня в прошлом году было до 7 класса сделано, а я за лето и вот начало до сентября доделала до конца эту, ну как это, ступень основного общего образования. Вот, поэтому все согласились, что не идет Чарская, тяжело Платонов, а вот все остальные, ну вот, как бы довольны все, что тексты как бы подходят. Я просто сейчас все не перечисляла, потому что, ну, как бы идея-то у меня была немножко другая, чтобы показать, почему тетради. Но вынужденная мера, но, на мой взгляд, она хорошо легла, я с удовольствием это работала, хотя много времени это делала, хотя много времени потратила. Но я считаю, что пока это вот как выход. Другого нам пока никто не предложил. И мне понятно, почему они учебников не выпускают, потому что пока, видимо, к отбору материала, к подходам не могут определиться в подходах и в Ой, подборе. спасибо вам большое, Лидия Владимировна. Большое удовольствие получила. Ой, спасибо вам Глядя тоже, на я вашу тоже. работу, там такой труд стоит за всем этим. Вообще гигантский просто труд. Я думаю, Большое можно вам сделать спасибо. Хорошо, что вы публикацию. на город Ну, выступаете. если можно, ну давайте Мы с сделаем. тобой с Да. большим удовольствием это опубликуем. У нас есть Национальная электронная библиотека Республики Коми, которую мы наполняем. То есть мы вот и такие материалы тоже размещаем, какие-то методические. Конечно, это же Потому что горячие пирожки разойдутся, понимаете? есть уровни доступа, то есть те, кто беспокоится об авторском праве, у нас есть доступ из дома, прямо с компьютера, а есть доступ только из библиотеки. То есть надо прийти в районную какую-то библиотеку, если он находится не в городе Сыктывкаре, и там только увидите все разработки. Ну, понятно, вот почищу еще 5 класс, потому что, ну, публикация дело серьезное, хочется, чтобы там уже было так, что... Ну что ж, я думаю, мы Комаров. сегодня услышали очень Спасибо. много информации, очень полезной информации. Вам всем спасибо. Единственный вопрос, Наталья Станиславовна, мы завершим, уже не будем про обновленные ГОСы, ничего не скажем. Я думаю, что, наверное, надо завершать, потому что с обновленными УГОСами Это пока отдельно, ничего наверное, не разговор, ясно. да? Во-первых, это отдельный разговор, во-вторых, министр наш Сергей Сергеевич Кравцов, он сказал, что надо брать Я могу паузу. вот просто показать последний свой слайд, только именно как раз про это, о том, что мы сейчас с вами находимся в ситуации, когда у нас зависло все, да? То есть имеется в виду, Сергей Кравцов сказал, что он Да, мы возьмет берем паузу. мы берем паузу, тем более, что с проектом много проанализировать очень ситуацию. вопросов, поэтому давайте не путать сейчас профессиональное сообщество, давайте все выждем. Мы с вами знаем, как работать, работаем дальше. Вот. Просто, может быть, не всем понятно, в чем, собственно, суть разногласий между тем, кто вот этот стандарт создавал, и теми, кто решил его обновить. Вот здесь вот я хотела поговорить, ну, в следующий раз, так в следующий Я раз. думаю, что в следующий раз, тем более мне кажется, что абсолютно все разногласия мы с вами, во-первых, не охватим, а во-вторых, они нам неизвестны. Вот, поэтому давайте мы сейчас на этом закончим, потому что мы подняли огромную проблему.
Вот, мы начали этот разговор. У нас вообще сегодня еще один гость должен был присутствовать. Я думаю, мы ее потом выслушаем. Это Елена Евгеньевна Сафонова, доцент кафедры русской филологии, которая занимается как раз этой проблемой, с ней выступает и публикуется. Было бы интересно ее послушать. Вот. И вообще, как бы для словесника проблема мотивации к чтению – это проблема вечная, это проблема святая. Вот, потому что мы, как никто другой, понимаем ее значение. Да. Ну, относительно стандарта, просто скажем учителям нашим, выдохните пока. Новые программы писать пока не надо. Да, Так? ждем. Подождем, да? Да, ждем. Поживем, увидим. Да. Ну что ж, всем, кто нас слушал, большое спасибо. Я так понимаю, в чате нет ничего, да? Нет ничего. Ну, у нас обычно все просматривают. Потом, когда придут, после уроков посмотрят. Благодарим за внимание. Да, спасибо. До свидания.